Добрый вечер. В эфире очередной выпуск телепрограммы «Совершенно секретно». В студии Артем Боровик. Точно в такие же мерзлые январские дни 80-го года наши войска, брошенные в афганскую мясорубку, деградировавшим не по дням, а по часам Брежневым, понеся первые из 45-го года крупные боевые потери, оказались таким образом втянутыми в долгую бессмысленную войну на Востоке. Министр обороны Устинов пообещал Брежневу, что войска вернутся домой уже к осени 80-го, и непременно с победой. Как известно, этого не произошло. Брежневу так не удалось дождаться возвращения войск. Как помним, его не стало всего 2 года спустя. Из записной книжки погибшего российского солдата. Я поднимаю свой бокал за жизнь, за лучшие мечты, за тех, кто вышел на посты, за тех, кто знает грязь окопа, за тех, кто службу понимает, за милых наших матерей, девчат красивых, жен, детей, за ваш покой, за возвращение домой. Чувствуете запах? Запах чувствуете? Какой запах? Вот этот запах. Напалм. Нам сразу сказали, что мы поедем на границу просто с Чечней. Такой задачи, как брать город Грозный, перед нами не было. Если бы мне сказали, что еще тогда, что мы пойдем через границу с Чечней, на Грозный пойдем, я бы сюда не поехал. Наверное, ни один солдат бы не поехал. Но ведь есть приказ. Ну что есть приказ? Наверное, у каждого человека есть голова. Стоит ли выполнять этот приказ? Баку. Родом из Кирова. Я хочу, чтобы мама не переживала за меня. Ждала. Я выздоровлю, я вернусь все равно домой. Скоро. Как девушку зовут? Лариса. 24 часа кошмара. Это Рождество мы никогда не забудем. В очередной раз российская армия штурмовала президентский дворец Джохара Дудаева. Танки шли по телам солдат, погибших в Грозном еще 31 декабря, на Новый год. С момента начала войны в Чечне этот штурм был самым мощным и кровопролитным. Становится жуткой традицией отмечать праздники крови. Вот и сегодня, старый Новый год. Что там сейчас было? Что там в городе? В городе, где люди как тени, где единственная пища оставшихся в живых — это хлеб и грязная вода из источных каналов.
По ночам старики изредка выезжали из подвалов разрушенных домов для того, чтобы узнать, не закончилась ли война. Они потеряли счет времени. Для них этот кошмар кажется вечностью. Сегодня многие почему-то сравнивают дворец Дудаева с дворцом Амина в Афганистане, который лихо взяли в считанные часы. Но тогда была ясна цель, и в действиях спецподразделений советской армии просматривалась хоть какая-то логика. Дворцом Дудаева в Грозном хотят водрузить российский флаг, как когда-то поднимали красный в Берлине над Рейхстагом. Сам Дудаев никому уже давно не нужен. Боевое место во дворце. Оставшиеся в живых свидетели участники рождественского ужаса в Грозном. Нам предложили сдаться, сдать оружие. И сказали, что с нами ничего не будет. Отправят потом домой. Мама Ивана, Нина Александровна. Месяц назад в одной из информационных программ все время, пока длился штурм, мы были вместе с ополченцами. Из российских журналистов нас было 4. Дмитрий Муратов с одной ежедневной газеты, Леонид Никитинский из московских новостей и мы с оператором Александром Жуковским. Временами нам казалось, что дворец будет взят, и все, кто явлением на след, он обязан чеченцам, которые во времена Великого голода в Поволжье спасли от смерти его бабку и деда. Ну, у меня вот тоже зеленая повязка, если на ней прочитать можно, там сверху написано Украина, да, потому что действительно во время боя мало ли что бывает. В атаку идут оттуда, с той стороны, понимаете, не говоришь, если по-чеченски, то есть русский есть русский, тут перепутать могут. Я хочу вот что сказать, истинную правду. Почему? Не потому что я на чеченской стороне. Я сам отношусь к России. Но я что хочу сказать, вот этих пацанов посылают на войну. Не так будем говорить, на мясорубку. Их на бойню в основном пускают. Вы же видели, там, которые горящие ребята лежат трупы. Их никто не забирает. Потому что их собаки едят, они лежат. Если эти трупы узнают, что матери, что ихние трупы уже, сыновья умерли, как бы скажем, погибли, они, как вам сказать, забастуют и все такое, запросят своих сыновей. Из армии заберут, одним словом.